Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» с Тимуром Бекмурзиным. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость, и мы поговорим о многих темах. Может ли в России предпринимательство стать национальным проектом? Есть ли для этого все возможности? Что касается халяль-индустрии, у меня в гостях вице-президент Ассоциации предпринимателей мусульман Раиль Валькаев. Салам алейкум, здравствуйте. Раиль, немножко расскажите о себе, кто вы, где учились, где родились. Меня зовут Раиль Валькаев, я родился на юго-востоке нашей республики, город Азнакаево. Многие этот город знают. Я в том числе. Да. Очень приятно, что у нас есть общие знакомые, мои близкие друзья. В 2000 году переехал в Казань, поступил на учебу, закончил Казанский государственный энергетический университет по специальности автоматизация технологических процессов производства. На сегодняшний день у меня есть прекрасная семья, 2 дочки. Я предприниматель, инвестор, филантроп, занимаюсь благотворительностью в рамках Ассоциации предпринимателей мусульман. Вы начинали с торговли, я так понимаю, да? И до сих пор занимаетесь торговлей? Я начинал, на самом деле, с работы в найме. Я в достаточно крупном холдинге работал, так скажем, нарабатывал опыт. Там вырос до топ-менеджера, управлял единственным в Поволжье автосалоном Porsche, был руководителем этого салона. Было там достаточное количество персонала. И после этого решил уйти в предпринимательство в 2019 году. И с этого момента у меня начинается уже второй этап. Светлая полоса. Да, светлая полоса моей жизни. Как раз в этот момент меня Айдар Равильевич пригласил в Ассоциацию предпринимателей мусульман, так как я уже предпринимателем был. И соответствовал, получается, всем требованиям этой ассоциации. А что подвигло, Раиль, вас заняться собственным делом? Вроде бы неплохая зарплата, хорошая должность. А я всегда чувствовал себя предпринимателем. То есть я работал именно, старался. То есть работая в найме, очень классно есть такая фишка, даже ребята, которые до сих пор, допустим, если работают в найме, я дам такой инсайт. Работая в найме, вы можете бесплатно получать образование профессионально. Потому что все достаточно крупные компании готовы вкладывать в обучение своих сотрудников. Не отказывайтесь от этого. Получайте все возможные навыки, тренинги проходите и так далее. Это вам понадобится в дальнейшем в жизни. Когда я ушел в предпринимательство, именно те знания, которые я получил в найме, они мне на сегодняшний день также до сих пор помогают для того, чтобы я правильно управленческие решения принимал. Или еще какие-то знания применял ежедневно. То есть это очень круто. Реально, как уйти в предпринимательство? Нужен какой-то стартовый капитал, нужны какие-то связи, нужна какая-то идея, в конце концов. Скорее всего, это какой-то триггерный момент бывает. На самом деле очень тяжело решиться. Действительно, ты уходишь со стабильной зарплаты в никуда. То есть ты еще ничего практически не сделал для того, чтобы ежемесячно какой-то получать доход. Для меня это было то, что я достиг такого уровня, что я уже дальше не мог двигаться по карьерной лестнице, а я сам по себе карьерист. В хорошем смысле слова. Да, конечно, в хорошем смысле. Я все время нахожусь в развитии, обучаюсь и так далее. И для меня как раз триггером, наверное, сработало то, что все, я уже дальше не могу куда-то развиваться, мне нужно идти в предпринимательство. И как раз поступило предложение, у меня мой первый партнер, с кем мы начали работать, он мне предложил то, что давай вместе работать в сфере строительства по производству металлоконструкций. Мне показалось это интересным, я посчитал, и по деньгам интересно получается, если правильно все делать. И с этого момента, как раз по сегодняшний день, получается 5 лет, я занимаюсь в сфере строительства. Это производство металлоконструкций, перила, поручни, навесы, здания, сэндвич-панели. И второе по строительству — это благоустройство и озеленение. Это больше у меня такой внутренний. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И второе направление у меня есть, я работаю в сфере электронной коммерции, торгую на маркетплейсах. То есть 2 направления. Если смотреть с точки зрения благотворительности, то в рамках Ассоциации предпринимателей мусульман я курирую строительство и открытие молельных комнат в торговых центрах, строительство мечети на территории ДРКБ. Это как раз при поддержке Раиса Республики Рустама Нургалиевича был запущен этот проект 1 июня в прошлом году.
мы в этом году, 1 июня, планируем открытие мечети. Вот. И второе по благотворительности – это я курирую медицинский департамент, резиденты клуба, Ассоциации предпринимателей мусульман ко мне обращаются, если есть какой-то запрос касаемо здоровья. Мы сотрудничаем с республиканскими клиниками, РКБ, ДРКБ, МКДЦ, РКОД. И есть в рамках нашего медицинского департамента частные клиники. Барсмед, Аннур, там, то есть порядка 15 клиник. Вот, ко мне обращаются, я их направляю для того, чтобы их какой-то недуг решить. Раиль, что касается строительства, отрасль это явный такой локомотив экономики в России в том числе. Да. Последние показатели, в год построено более 100 миллионов, по-моему, озвучено было квадратных метров жилья. В советское время в пик там рекорд был 72 миллиона квадратных метров. Да, все верно. За счет чего вот такой, как вы считаете, рывок? Это вот какие-то правильные организаторские, управленческие решения? Или это вот такая потребность сейчас в строительстве, возможность развивать многие смежные отрасли, такие как производство строительных материалов, там, транспорт, другое? Я так отношусь в сфере строительства именно к больше таким социальным объектам. Школы, садики, поликлиники. Это тоже развивается? Да, это очень хорошо развивается на сегодняшний день. Я вот даже в рамках своих генподрядчиков понимаю то, что это малая часть, то, что они ежегодно строят там по 20 школ, по 20 садиков, манежи. Это, получается, спортивное направление развивается. Практически в каждом районе есть сейчас футбольные манежи. Да, это о чем говорит? О том, что, во-первых, есть спрос, во-вторых, то, что молодежь не шатается, так скажем, да, на улице, а реально играет в футбол. Я вот приезжал, смотрел, мне так было приятно, то, что молодежь реально увлекается спортом. И у нас в республике действительно очень много делается, и большое внимание именно на развитие вот именно спорта и открытие социальных объектов. Вот. Поликлиники открываются практически во всех районах, новые, современные, с современным оборудованием. Школы, садики также, это очень круто. Я горжусь то, что я имею, так скажем, возможность участвовать в таких проектах. Вот. Потребность есть. Можно говорить о том, что строительство это сегодня такой рентабельный бизнес с точки зрения, потому что строительные материалы достаточно дорогие. Кредиты, мы видим, что учетная ставка выросла очень серьезно. Налоговая нагрузка наверняка тоже есть. На самом деле, стройка – это показатель того, что экономика развивается. Если строительство рухнет, то это значит, все, экономики не станет. Я в сфере строительства, на самом деле, да, очень прибыльный бизнес, но это очень сложный бизнес. Вот, потому что ты, по сути, отвечаешь своей репутацией, своим именем, вот, насколько качественно ты делаешь свою работу и насколько качественно выполняешь свою работу. Вот. Вопрос. Какая нужна поддержка в первую очередь для того, чтобы строительная отрасль она еще больше развивалась? Я думаю, на данный момент, в принципе, уже все, какие есть федеральные программы, они работают, особенно я вижу в Республике Татарстан, они, в принципе, та поддержка, которая на сегодняшний день дается и с федерального бюджета, и с Республики Татарстан, достаточно для того, чтобы эта сфера развивалась. Это чтобы сформировать спрос на строительство, на услуги, на транспорт и так далее. Но что необходимо сделать в плане, может быть, каких-то более интересных финансовых предложений, налогового бремени, для того, чтобы это было интереснее? Каждый предприниматель скажет, да, немножко снизить налоговое напряжение, да, и так далее. Вот. Но здесь как раз, это, по-моему, в послании президента России было о том, что снять нагрузку как раз, налоговую нагрузку. Пора подумать о более справедливом налоговом бремени. Я считаю, что это очень хороший сигнал. Вот. Это о чем говорит? О том, что те, кто, допустим, являются на рынке более крупными, они будут платить столько, сколько, наверное, сейчас платят, да, образно говоря, а более мелкие компании, которые с трудом, допустим, как раз справляются с налоговой нагрузкой, им будут какие-то привилегии. Это очень положительный сигнал президента. Я думаю, если это дойдет именно до реализации, в ближайшее время, это повлияет на то, что, во-первых, у нас будет эта отрасль и дальше развиваться.
Вот. Производство. На сегодняшний день как бы рынок освободился. Можно делать, ну, то есть на сегодняшний день можно входить в те или иные ниши, которые были освобождены, да? Вот. В том числе и строительство. Вот. Ну и президент сказал, что очень важно, чтобы стабильные, устойчивые правила игры, они сохранялись в том числе и по налогам на долгое время. Наверное, это тоже важно для бизнеса. Да, очень важно, согласен. Налог – это основная нагрузка налоговая именно по бизнесу. В то же время, когда президент говорил о более справедливом бремени, он имел в виду, что богатые физические лица, они, наверное, должны платить, наверное, больше, чем сейчас. То есть так называемая прогрессивная шкала налогообложения. Вы как это воспринимаете? Ну, там, наверное, скорее всего, как бы конкретики же не было. Конкретики не было, да, но это в любом намек случае был. нужно проанализировать, посмотреть и уже посмотреть окончательно, так скажем, проект для того, чтобы, ну, как это, когда будет внедряться. Посмотрим. То есть я считаю, что это очень положительный сигнал. Еще одно перспективное направление, которое вы озвучили, оно, которое развивается в рамках ассоциации, это медицинское, да, направление? Да. Видите ли перспективы именно в Казани, в Татарстане? Развитие вот малого и среднего бизнеса в этой отрасли? Я думаю, да, потому что я вижу то, что даже в рамках нашего департамента медицинского есть очень много частных клиник, вот, и которые даже думают о халялизации своих услуг. Вот, допустим, есть клиника, ну, не буду говорить, да, там, чтобы не пусть не будет рекламировать. рекламы, да. Есть клиники, которые реально заморачиваются по поводу того, чтобы были халяль-роды. Вот. По поводу того, чтобы применяли только халяльные препараты, инъекции. Даже вот приезжали с предложением, одна из тоже компаний медицинских, о том, чтобы сделать именно скорую помощь, только вот именно как по нормам шариата. Для того, чтобы мужчин там забирали, мужчины обслуживали, там женщины, женщины. То есть это, вот, особенно у нас в республике, я думаю, это очень развивается. Если такое предложение появляется, значит и спрос на это есть? Конечно, конечно, да. Однозначно есть спрос. Ну, даже вот если просто Казань даже посмотреть, очень много мечетей. Да, можно спокойно совершать ежедневно там намазы. Торговых центрах, да, вот да, кстати, халяльные комнаты в торговых центрах стало намного больше. Они есть практически во всех, за исключением нескольких, которые, ну, в силу там того, что они не могут, как они говорят, найти площадь там для этого и так далее. Хотя мы арендуем коммерческую площадь, оплачиваем ежемесячно, ну, ассоциация, я говорю, мы, да, оплачиваем ежемесячно арендную плату. Не во всех торговых центрах. Некоторые торговые центры говорят о том, что вы что, не нужно, это богоугодное дело, и плату не берут. А некоторые, наоборот, как коммерческую историю берут. Даже вот на сегодняшний день проектируется строительство нового торгового центра в Казани. Они уже на этапе проекта закладывают уже молельную комнату сразу, чтобы она уже была уже в проекте. Это в Советском районе, там рядом, где я живу, да. Да. Вот, мы с ними тоже переговоры ведем, они сказали, мы сразу же сделаем. Раиль, а вообще в целом можем говорить, что Казань стала уже действительно комфортным, халяльным таким по инфраструктуре городом? Или пока нам еще есть куда расти? Есть куда расти, но мы, это точно, выгодно отличаемся от других регионов. Это точно. В Казани очень комфортно жить. И почему говорю выгодно отличаемся? Потому что к нам вступают в ассоциацию резиденты, бизнесмены, предприниматели, которые переезжают из других регионов. А для чего они переезжают? Они говорят, нам здесь комфортно. Они приехали один раз с семьей для того, чтобы погулять там на какое-то из мероприятий, то, что у нас часто, да, проходит. Кстати, вот это вот тоже очень важный момент, то, что руководство республики такие международные проекты проводит именно у нас в Казани, тем самым привлекая именно, может быть, с других стран. Люди переезжают к нам, видят то, что у нас... А вы сами принимаете участие? Вот Казан-форум недавно конечно, был там. Да, наши резиденты выставляются абсолютно. Но наши резиденты выезжают на международные рынки, рекламируют и продают свою продукцию. Вот с инвесторами из исламских стран разговаривали? Когда они придут в Казань уже с инвестициями? Они уже заходят. Они уже заходят, но пока, может быть, это не так видно. Ну, и где это будет видно, на самом деле? Они, работают. В недвижимости, например. Ну, в недвижимости видно то, что на самом деле скупается достаточно количество квадратных площадей, вот, именно международными инвесторами. Вот, они видят перспективу.
Реально, чтобы они еще более активно заходили, нужно законодательно что-то менять? Или уже есть те условия, которые позволяют им зайти, здесь сделать бизнес? Есть партнеры в рядах Ассоциации предпринимателей мусульман? Я думаю, знаете как, вот мне бабушка всегда говорила так, «Ояңны, журғаңы қорап сузыра керек». Это, то есть, ну, ноги нужно протягивать на размер своего одеяла, да? И я думаю, все должно расти органически. Вот. Я и с точки зрения бизнеса тоже сторонник того, чтобы не было там резких скачков в росте, потому что это будет, ну, как бы неизбежное падение, потому что у тебя все процессы не выстроены. Изначально все процессы не проработаны и так далее. Наше руководство идет постепенно, небольшими шажками, но верным путем. Я считаю, что это правильная стратегия, и такой рост мы через какой-то там, через 5-10 лет увидим колоссальный рост. Тот факт, что вступили вот в эксперимент по исламскому финансированию, это позитивно сказывается уже? Конечно, у нас в рамках нашей ассоциации тоже есть компании, которые занимаются исламским финансированием. Вот. Мы, Ассоциация предпринимателей мусульман, является как раз в рабочей группе консультантами касаемо там шариатских норм там, и так далее, по, ну, там, известных банков, да, тоже не буду говорить. Да, да. Вот. Мы активное участие принимаем, это, ну, как бы же для нас же. Никто больше не будет делать, кроме как мы сами. Когда создавалась Ассоциация предпринимателей мусульман со штаб-квартирой в Казани, вот предприниматели-мусульмане из других регионов, из Чечни, Дагестана, ну, вы со многими общаетесь там, из Москвы, они не были как бы против, они не высказывали какие-то, почему в Казани? Почему там, например, даже не в Москве, где тоже много предпринимателей мусульман? Мы таких, там, кто-то против не слышит, потому что мы же, в принципе, как нам диктуют. Некорректно выразился, но, может быть, там ревностно там относились, что в Казани. Мы открыты для всех именно предпринимателей, у которых этические бизнесы, да, которые не включают там в себя харамные какие-то там моменты и так далее. У нас же есть в рамках ассоциации и направление World, то есть со всего мира могут подключаться. Это очень классное направление, то, что сейчас в онлайне все. Не обязательно даже офлайн встречаться. Почему в Казани? Потому что, ну, президент ассоциации непосредственно сам казанский, да, там у него родители здесь, он живет сам здесь, поэтому это, ну, комфортно, удобно. Вот, и у него там ряд бизнесов тоже как бы в Татарстане. А то, что там с Дагестана, с Чечни мы со всеми общаемся, у нас и есть и в других странах наши резиденты, никаких препятствий нет. Сейчас все открыто, все в онлайне. Я часто задаю этот вопрос предпринимателям. Для чего вот им, независимым, свободолюбивым людям, нужно объединяться в союзы? Что это дает им самим и что это дает обществу в целом? Ну, я по себе скажу, что я сам получил, придя в Ассоциацию предпринимателей мусульман. Во-первых, я получил очень мощное окружение. Говорят же, что окружение реально влияет на развитие. Да. То есть, если с тобой рядом там 2 миллионера, ты неизбежно станешь 3-м миллионером. Если с тобой рядом 2 неудачника, то ты тоже останешься неудачником. 3-м неудачником. Да, да. В рамках АПМ, ну, я даже, знаете, как иногда говорю, я говорю, что это изумрудики наши уммы. Вот, потому что мусульман на самом деле много, а делающих мусульман, которые хотят что-то поменять и изменить, очень мало. Поэтому я их называю изумрудиками. Вот я считаю, что в рамках Ассоциации предпринимателей мусульман России собрались те люди, которые идейно хотят улучшать, во-первых, свою жизнь, хотят развиваться и быть, ну, оставить после себя наследие. Потому что, не знаю, вот как Марсель Маратович, по-моему, говорил о том, что есть во времена, там, послереволюционные времена была такая ассоциация Акбайлар. Вот, мы на самом деле возрождаем старые традиции меценатства. Вот, там, вот то, что мы сейчас пользуемся мечетями, там, Апанай, Медресе, да, там, Мухаммадия и так далее, это те же самые предприниматели. Предприниматели должны помогать ученым. Вот, как раз это и лозунг благотворительного фонда. Мы занимаемся развитием исламской науки и образования. Вот, мы должны образовываться. То есть быть образованным. Кстати, это, Раиль, очень важно, чтобы вкладываться не только в мечети. Мечети, само собой, но и в том числе и в исламскую науку, конечно, образование, больницы строить. Обязательно, обязательно. И благотворительный фонд, вот, или благотворительный проект, о которых вы говорите, они в Ассоциации
предпринимателей-мусульман, я так понимаю, есть. Да, и эти проекты в рамках благотворительного фонда направлены именно на развитие исламской науки и образования. Допустим, Татар Хафиз есть, да, проект. Это мы платим зарплату хазрятам, которые занимаются образованием очень важно. в сельских мечетях. До этого в мечеть никто не приходил. Да, там, и хазрят занимался больше, там, допустим, не образовательной деятельностью, а каким-то решением каких-то своих бытовых вопросов в рамках мечети там, да, и так далее. Это нужно. А уже закрыв вопрос финансовый имамам мечети, они занимаются своей непосредственной деятельностью. Я считаю, что это очень важно. И деревни начали оздоровляться, мы это видим. Проект «Аулар Гаерда». Это когда предприниматели садятся в машины, закупаются там продуктами и едут в отдаленные деревни там, республики, где видят, как вообще на самом деле деревенский народ живет. Там сердце просто очень сильно раскрывается и становится мягким, когда ты видишь, что столетняя бабушка, да, там, у нее подкошенный дом. Вот, и когда ты приедешь, она так рада, то есть вот тем продуктам, которыми в принципе, мы уже не радуемся, да, там, образно говоря. Это наши обыденные. А вот мы им привезли продукты, они очень радуются, то, что они получили, во-первых, внимание. Вот, они обделены вниманием. Даже если есть у нее дети, они очень редко приезжают и помогают. И бывает так, что наши резиденты просто берут на попечение какие-то семьи. Это тоже очень сильно помогает. Какой еще проект? Ну, допустим, открытие молельных комнат. Мы совместно там с Духовным управлением мусульман Республики с Камиль Хазратом издаем новые книги, печатаем, то есть именно выделяем финансовые средства именно для того, чтобы наука развивалась. Раиль, а предпринимателю уже не нужно уговаривать для участия в этих проектах? Или это уже как будет такое естественное желание помогать? Предприниматель должен дорасти до этого. Я вижу, когда, допустим, тоже к нам приходит потенциальный человек, предприниматель, который хочет вступить, мы с ним общаемся изначально. То есть, это несколько этапов проходит. И когда человек говорит, а что я получу, мы уже понимаем, что это уже, человек просто еще не вырос до этого уровня. А тот, кто приходит, говорит, я хочу делиться уже там своими знаниями, финансами, административными ресурсами, мы говорим то, что да, все, ты являешься вот тем самым изумрудиком нашего ума. Это сразу видно человека, вырос он до этого или нет. Раиль, вы упомянули, что вы родились в Азнакаево. Прекрасный край, красивый очень, там, с очень сильным предпринимательским движением. Удается ли приезжать на родину, там, общаться с родными, близкими, друзьями? Да, я более того скажу, это является моим, так скажем, моей розеткой для подзарядки моей энергии. Вот, если я чувствую то, что у меня уже как бы на желтом уровне находится заряд энергии, я еду к маме, к своим друзьям. Там у меня друзья встречают, мы купаемся в бане. Там совсем другая атмосфера, аура, там более все размеренно, люди даже медленно ходят. Вот, буквально 2-3 дня мне хватает для того, чтобы подзарядиться и уже с новыми силами. Тем не менее, очень сильный предпринимательский дух Азнакаева. Он тогда вот еще в 90-е годы зародился, я там помню, и он до сих пор ведь поддерживается. За счет чего, как вы считаете? Я думаю, наверное, скорее всего, это просто особенности региона, потому что у нас регион и богат на талантливых людей, да, много артистов там нашей республики, да, топовых, они являются рожденными там в Азнакаево. Вот. Я, скорее всего, думаю, это менталитет, да, то, что мы близко находимся и к Башкирии, да, там у нас красивые местности, горы, там, да, реки, леса и Чатыр-Тау один чего стоит, самая высокая точка Татарстана, Чатыр-Тау находится вот именно в Азнакаевском районе. Ну и предприниматели там такие неординарные, да, вот, которые были, они и до сих пор. Да. Честность, вот изначально просто прививалась эта честность, открытость, и мы очень сильно дорожим своей репутацией, да, то есть это очень важно для любого человека, я думаю, но там особенно они у нас прививаются во время воспитания. А можно сейчас в районах найти какие-то вот сферы, новые точки роста, новые сферы деятельности помимо торговли, строительство? Вот что сейчас еще, где находить интересные сферы? Какие-то новые ниши имеете? Да. Ну, знаете, там все, в принципе, приходит так же, как и в больших городах.
да, потому что предприниматели все равно стараются и выезжать в более крупные Те же регионы. маркетплейсы, кстати. Конечно, там очень хорошо развивается. Есть и достаточно крупные селлеры, там и есть пункты выдачи и так далее. То есть не обязательно то, что там что-то как-то жизнь более там спокойным идет или там что-то отстает на несколько лет. В принципе, там Может быть, даже опережает. Может быть, даже опережает, да. На самом деле, может быть, там даже легче какой-то бизнес запустить, попробовать. Поэтому я думаю, наоборот, даже вот те люди, которые живут в регионах, там молодые ребята, да, там или девушки, где родился, там пригодился. Я думаю, лучше все-таки быть именно там, где ты родился, и развивать свой регион. Раиль, спасибо вам большое за это очень интересное интервью. Надеюсь увидеть вас снова. Спасибо большое. Рахмет.